Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. На имя президента Туркменистана продолжают поступать поздравительные послания из-за рубежа. Жительница Туркменистана отпраздновала 116-летие. Беларусь пересмотрела порядок выдачи учебных виз для граждан Туркменистана и другие новости. В адрес президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать многочисленные поздравительные послания по случаю Нового года. Авторы корреспонденции желают главе государства крепкого здоровья и счастья, а всему туркменскому народу процветания и благополучия. Дмитрий Медведев в своем послании отметил, в 2023 году туркмено-российские отношения, следуя принципам углубленного стратегического партнерства, добились весомых результатов во всех сферах двустороннего и многостороннего взаимодействия. Каха Имнадзе поблагодарил президента Туркменистана за весомую поддержку регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в его деятельности, направленной на укрепление мира и стабильности в регионе. Курбанычбек Умаралиев отметил, что Организация тюркских государств высоко оценивает усилия президента Туркменистана по активизации регионального сотрудничества, экономического развития и культурного обмена в рамках тюркского мира. Жительница Дашогузского вилаята Сарагуль Метиева отметила 116-летие. День ее рождения в паспорте официально указан как 1 января, поэтому она празднует его вместе с наступлением Нового года. В этот день многочисленные родственники собираются, чтобы поздравить долгожительницу. В нынешнем году на празднование съехались ее дети, 43 внука, 96 правнуков и 8 праправнуков. 1 января 2024 года вступил в силу новый порядок выдачи учебных виз для граждан Туркменистана, следующих на обучение в Беларусь. Теперь граждане Туркменистана, поступающие в белорусские вузы абитуриенты, должны оплачивать консульский сбор за визу согласно налоговому кодексу республики. При этом уже обучающимся в Беларуси студентам из Туркменистана и поступившим в белорусские вузы гражданам по-прежнему будут выдаваться бесплатные учебные визы при предъявлении справки из университета, подтверждающей их статус. Лекция «Международные отношения и внешняя политика государства Каджаров» будет проведена сегодня в ИМО МИД Туркменистана для старшеклассников, членов школы молодых дипломатов вуза и участников проекта «Юные вестники мира». Лекцию проводит преподаватель кафедры истории Туркменистана Туркменского государственного университета имени Махтум Кули Тойли Хомыев. Старшеклассники из вилаятов страны смогут присоединиться к лекции в дистанционном формате. Правительство Казахстана отменило обязательный туристический взнос для иностранцев, который действовал с 1 января 2022 года. Соответствующие изменения внесены в правила уплаты туристского взноса для иностранцев приказом министра туризма и спорта Казахстана от 27 декабря 2023 года. Изменения вступают в силу 9 января этого года. Бэд-такс взимался с иностранцев за каждый день пребывания в гостинице. В разных регионах страны ставки сбора варьировались от 1 до 5% от стоимости гостиничных номеров. 13-летний геймер из США Уиллис Гибсон стал первым человеком, который прошел игру «Тетрис» на оригинальной приставке 1988 года. Он побил все мировые рекорды по общему счету, полученному уровню и количеству выбитых линий. На прохождение игры Уиллису потребовалось 38 минут. Игра просто зависла, что для этой версии означает финал. Футбольный клуб Пари Сен-Жермен стал победителем Суперкубка Франции, обыграв в решающем матче Тулузу со счетом 2-0. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс. Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник Ли Кан Ин. В конце первого тайма результат удвоил нападающий Килиан Мбаппе. Для ПСЖ эта победа в Суперкубке Франции стала рекордной, 12-й. Ближайший преследователь парижан в этом турнире Лион имеет в активе 8 титулов. Азиатская конфедерация футбола и компания Келми представила официальный матч финала Кубка Азии по футболу, который пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля этого года. Напомним, встречи Кубка Азии пройдут на 8 стадионах Катара. Матч открытия состоится 12 января на стадионе Аль-Байт между хозяевами турнира и сборной Ливана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.